Оксана, мы сегодня беседуем с твоей мамой, и для меня очень важно и ценно, и для наших гостей, зрителей понять, ты дочка Людмилы Казанчевой, что особенно дорого, ценно и к чему очень возвышенно относится твоя мама, Людмила? Она большой профессионал, она полностью реализовалась в профессии, но для нее всегда, насколько я знаю, чувствую, первоочередным оставалась семья. Мне кажется, вот главная ценность все-таки это ее семья, дети, внуки, которых она обожает. Главная суперспособность — это сочетать вот разные роли. Вот она может днем на работе быть там строгим руководителем, а вечером быть теплой, уютной мамой, бабушкой, готовить 5 блюд, например, читать сказки детям. Вот мне кажется, это вот и есть главное, что она считает ценным. И мы, у кабардинцев есть такая пословица «Яна яшх махуж». Ну, то есть любая девочка перенимает все, что есть в маме. Мне кажется, вот это как-то работает. Добрый день, дорогая Людмила. Здравствуй, Максима. Спасибо. Мне очень хочется поговорить на самые разные темы с тобой. И вот удивительным образом мы узнали, что родились в один день, 25 августа. Поэтому, может быть, я буду говорить о каких-то вопросах. Предполагаю, что мне это интересно. Если бы меня спросили, я бы тоже с благодарностью ответила. И еще я хочу сказать, что у нас действительно беседа. Это больше какой-то, наверное, особый жанр общения между людьми, который их сближает, не разъединяет, не нацелен на какой-то спор, конфликт, может быть, а наоборот, мы про объединение, поэтому и беседа. Я бы хотела начать разговор с того, что вот к сегодняшнему моменту какая часть какая часть тебя наиболее важная, значимая, где твое сердце, душа, центр внимания. Какая часть? Я самое главное. Я, которая в семье. Я, которая со своими детьми, внуками. Я, конечно, прошла определенный путь и, может, не скромно, но достигла, наверное, каких-то определенных успехов, но в какой бы ипостаси я себя не проявила, мне кажется, что самое главное, что я сделала в этой жизни, это то, что я мама и бабушка. А какой язык ты выбираешь для беседы, для общения с родителями, в работе, с соседями, с коллегами? Язык доброты, уважения, взаимопонимания. Но в основном я стараюсь говорить на своем родном языке, на кабардинском. Я знаю, что, наверное, ты и государственная телерадиокомпания Кабардино-Балкарии, и во главе этой компании ты сделали немало для того, чтобы народы абхазские, адыгские, кабардинцы, абхазы были рядом на самых разных этапах жизни и развития страны. И в том числе с помощью своей профессии. Вот можно сказать несколько слов о том, какие проекты вами были реализованы в поддержку и в развитии этих отношений. Ну, надо сказать, что вот сколько я помню себя в профессии, всегда и меня, и моих коллег волновала эта тема братского абхазского народа, развития, проблем, чаяний, успехов. И мы всегда старались не просто освещать события, которые происходят в Абхазии, не только рассказывать о наших ребятах, которые там дали жизни, которые вложили столько своего труда, частицу своего сердца в вашу республику, но и
хотя журналист и не должен своего отношения к происходящему передавать через свою работу, мы все равно не могли избежать этого. Мы обязательно во всех своих работах и свое отношение, оно у нас просто проскальзывало сквозь камеру, сквозь слово, потому что общность, у нас не только общность языка, культуры, но и общность духа, мне кажется. Абхазы, адыги, они одинаково чувствуют, одинаково думают, одинаково воспринимают окружающий мир, все проблемы. И у нас какое-то особое отношение к своим корням, что у абхазов, что у адыгов. И, наверное, этим продиктовано очень много работ. Наша съемочная группа не раз приезжала в Абхазию. Мы к датам окончания абхазо-грузинского конфликта делали и фильмы, делали и сюжеты про наших ребят афганцев. С большим уважением к Владиславу Арценба. У нас есть очень много передач, в которых интервью с вашим лидером, которого очень-очень уважал наш первый президент Валерий Мухамедович Коков. Они были в братских, дружеских отношениях и часто бывали в гостях друг у друга. Поэтому нас связывает очень много. И в профессиональном отношении, да, и чисто в человеческом, духовном, душевном, если хотите. А если бы мы сказали, что есть еще такие точки роста, над которыми можно было бы работать, и ожидается, что их развитие, какой-то новый импульс придали бы особую атмосферу отношениям между абхазами и адыгами. Вот если смотреть с такой профессиональной точки зрения твоей, как ты думаешь, вот где бы, на что стоило обратить внимание? В нашей республике уже 28-й год существует такой вот проект, у истоков которого стояли Балова Людмила Фоновна и Казанчева Людмила. Этот проект называется «Сибза, Сипса, Сидуни. Мой язык, мой мир, моя душа». И в рамках этого проекта школы Кабардино-Балкарии проводят очень большую работу. Министерство образования Кабардино-Балкарской республики каждый год объявляет этот конкурс. И для того, чтобы принять в нем участие, дети, учителя, родители проводят огромную работу. Это они, значит, и готовят конкурсы работ, сочинений детей. Это открытые уроки, семинары для учителей. Это и конкурсы национальной одежды, национальной песни, литературы, культуры, этнографии. И дети в рамках подготовки к этому проекту узнают очень много нового о своем народе, о своих корнях. И после того, как в кабардинских школах, селах много лет проходил этот конкурс, конкурс перешел уже и на балкарские школы, балкарские районы. Сейчас присоединились и русские районы, майские, прохладнинские, черекские, эльбрусские. И даже немного вышел за пределы Кабардино-Балкарии. Вот я слышала, что в Башкирии присоединились в прошлом году. Это очень приятно. И если бы Абхазия присоединилась, да, я думаю, что мы бы нашли очень много точек соприкосновений. Если в абхазских школах проходил этот конкурс, наше Министерство образования поделилось бы своим опытом в этом отношении, да, и это было бы очень здорово. Я думаю, что мы могли бы потом соревноваться, ну, в хорошем смысле, да, абхазская школа, которая победила, допустим, и школа из Кабардино-Балкарии, которая победила в 25-м году, и это было бы здорово. Вот сейчас у нас, я знаю, что и мы принимаем в этом участие, точки соприкосновения, это рифмы на рице, которые проводит наша Зариночка Канукова. Это мы и показываем у нас в прошлом году, даже когда мы выдали в эфир абхазское телевидение, они сказали, Кабардино-Балкария нас опередила, хоть и у нас оно проходило, это мероприятие. Вот так вот нас сейчас сближает Зарина. Мы бы тоже с удовольствием к этому подключились бы, если бы вот этот конкурс мог бы проходить в Абхазии. Людмила, ты как представитель адыгского народа, да, адыгской семьи, в чем, на твой взгляд, уже умудренного опытом человека, да, сила, и ты несколько раз произнесла про дух адыгский, кабардинский нашего народа, да, в чем сила этого духа,
что делает его особенным, но не с точки зрения превосходства над чем-то или над кем-то, упаси нас Боже. Да, конечно. Но особенность этого духа, в чем его сила, что ты хотела бы передать, может быть, получила от своих родителей, от бабушек, от дедушек, и хотела бы передать, у тебя уже есть и дети, и внуки. Можешь подумать про силу духа? Ну, Потому что, если позволишь, я все-таки два слова скажу о том, что ты сама человек, который проходишь огромное испытание. И, может быть, мы потом немножко об этом тоже поговорим. Поэтому про силу духа. Подумай и скажи, ты наверняка это знаешь и несешь в себе. этот дух, наверное, он идет от наших корней. А, Вот то, что вкладывают в нас старшие, может быть, мы в детстве не прислушиваемся, да, к чему-то. Может быть, вроде бы это проходит мимо ушей, вроде бы как-то мы стараемся больше быть современными, что-то. Но все, что говорили нам наши старшие, оно с годами проявляется. И что, по-моему, неистребимо в нашем народе, абхазо-адыгском, это любовь к корням, любовь к земле, к нашей земле. Вот именно наша земля дает этот дух, эту силу. И вот я всегда говорю, наши ребята, которые за пределами республики состоялись в какой-то области, где-то сделали карьеру, каждый из них хочет вернуться сюда. Состоявшись где-то, вот тянет все равно домой. Вот это и есть адыгский дух, приверженность к нашим обычаям, где бы мы ни были, да, если заходят старшие, где бы мы ни были, в каком городе земли, на какой точке, если заходит старший, мы обязательно встаем. Это же с кровью, с этим же ничего не поделаешь. Несколько лет мне пришлось поработать в Москве на телеканале «Столица», был такой Лужковский канал. Наш руководитель Владимир Зиновьевич Строкоус. И когда он заходил, я вставала. Это автоматически. И женщина, которая со мной в кабинете, она петербурженка была, такая интеллигенция старая, и она спрашивает: Людмила, почему вы вскакиваете, как стойкий оловянный солдатик? И Владимир Зиновьевич сказал: вам не понять, это знак уважения к мужчине. Оказывается, он служил в Адыгее. И говорит: я провел там 2 года жизни, и я знаю, это в женщинах заложено. Если даже вы ей скажете не вставай, она все равно будет вставать. Вот, наверное, это и есть наш дух. А сила духа, она ведь и не отменяет того, что мы иногда можем, как любой человек, быть и слабыми, и оказываться, ну, как бы бессильными перед какими-то событиями. Да? Иногда хочется бежать вперед, что-то там крушить, доказывать, ну, в общем-то, оказывать сопротивление. Иногда мы думаем, что, наверное, это бессмысленно, это сопротивление, да. А иногда бывают события, которые даже больше не социального контекста, а, может быть, состояние здоровья, да, физического. Как во всем этом можно сохранить силу духа и при этом уважение своих близких, коллег, окружения, которые могут видеть тебя ведь в самых разных ситуациях, да. И я знаю, что и ты прожила труднейший, тяжелейший путь, связанный с твоей телесностью, с твоим здоровьем. Как родные относились к тебе? Кто тебя оберегал? Что тебя вдохновляло? Что тебе давало силу не потерять вот этот самый дух? Скажи об этих событиях в своей жизни, как ты их проживала, кто был рядом с тобой, что тебе помогало? Я 6-й ребенок в семье. Из многодетной семьи, братья и сестры. И вот родители нас воспитывали так, что самое главное, вы есть друг у друга. И вот, наверное, это пронесли мы через всю жизнь, и это же я пыталась воспитать в своих детях. Я им говорила, что с тех пор, как они стали что-то понимать, я каждый раз им говорила: на земле есть только 2 человека, Оксана и Ислам, в которых течет одна одинаковая кровь. От одной матери и от одного отца. У вас других больше не будет. Будут друзья, будут знакомые, будут половинки.
но человека с той же кровью больше нет на этой земле. Вот так меня воспитывали родители. Конечно же, самые сложные моменты, связанные со здоровьем, с какими-то трудностями в жизни, со мной рядом были мои 2 сестры, Лариса или Люся, были мои братья, 3 брата. И это очень большое счастье. Сейчас 2 братьев уже нет, 1 сестры нет, но есть племянники, которые встали на место моих братьев. И когда племянник, которому всего 30 лет, он меня опекает, и там по выходным, или вот приедешь домой, вот до сих пор дом моих родителей, в котором живет уже 3-е поколение, да, они до сих пор считают это моим домом. И мой сын обижается, говорит, почему ты на выходные должна ездить к Ахметовым домой, если твой дом у Казанчевых у меня? Они живут на одной улице и рядышком. Вот, наверное, вот ощущение семьи, ощущение близости с моими родными людьми дает силы. А что касается вот особенной силы духа, может быть, кавказской женщины, адыгской женщины, это как бы не было сложно и трудно, есть какой-то внутри стержень, который вот не дает выплеснуть слезам, пожаловаться от души, наплакаться вдоволь. Нет. Как бы ни было сложно, я пытаюсь улыбаться и немножечко в себе прятать. И особенно перед родными. А показать слезы – это неправильно? Ну, наедине с собой можно, наверное. А не только наедине с собой. Возможно это или невозможно? Или этого нельзя делать? Вот. Нельзя, но иногда бывает, что невозможно удержаться. А так, я считаю, что нет. Даже мама моих слез никогда не видела маму. Я всегда улыбалась и на все ее вопросы говорила, у меня все замечательно, мама. Чтобы никоим образом не ранить ее, если есть какая-то сложность в моей жизни, я никогда об этом не говорила своей матери. А ты бы хотела, чтобы дочка проживала так же? Но требую, чтобы дочка мне говорила. Да, потому что мне хочется прийти ей на помощь. Но, может быть, потому что я была 6-м ребенком, и мама очень сложно. 6 детей, на всех выучила, все мы с высшим образованием, все нашли свое место в жизни. Это сложно, и я ее щадила, и никогда этого не говорила. Наверняка и моя дочка от меня какие-то сложности скрывает. Но я ей всегда говорю, я твой самый близкий друг, говори мне все, я всегда приду на помощь. Вот приду на помощь, это предполагает, что ты не будешь критиковать, а примешь то, как она говорит с тобой, и что-то предложишь? Или ты отойдешь в сторону и скажешь, доченька, я в тебя верю, ты справишься. Алгоритм твоих действий. Я никогда их не критикую. Детей никогда не критикую. Я стараюсь им помочь во всем, но не навязывая своего мнения. Если они начинают какое-то дело, пусть я вижу, что это очень сложно, это может быть им даже не по силу. Я всегда говорю, я верю в тебя, да. И помогаю, наверное, не так, чтобы вот я тебе даю деньги, да, тебе будет легче. Это вообще нет, абсолютно нет. Я пытаюсь очень тихонечко где-то направить, где-то помочь, где-то подставить плечо, но я никогда ничего не навязывала. Очень рада, что вы отозвались поговорить о вашей маме, буквально несколько слов. И она мне рассказала такую историю, что вы проделали удивительно интересный путь в своем образовательном треке. Да? Вы окончили университет здесь, в Нальчике. Да. Вы обучались... Учился в Литве, стажировка в Германии, а работал в Норвегии. И она сказала мне поразительную вещь. В тот момент, когда она думала, что вы уже останетесь в Европе, вы сказали, что «Мама, я обещал дедушке, что я вернусь и буду жить в родовом доме». Да, это всегда была мечта моего деда, что род его продолжится, что мужчин в нашем доме будет еще больше. И он мне завещал еще тогда, чтобы я не покидал этот дом ни при каких обстоятельствах. И для меня это такой определяющий момент в моей жизни, что моя страна, моя республика, мое село, мой дом – это то самое место, где я нужен, несмотря на то, где я учился, какая у меня была работа. Это, наверное, все-таки второстепенное. А
дом отцовский – это самое главное. Много вы встречали таких адыгов, кабардинцев, кто считает именно так, как вы сейчас мне сказали? На самом деле, да, потому что здесь все еще в таких республиках, как наша, как соседняя республика, как та же Абхазия, наверное, у многих молодых людей есть, горит вот в сердце этот огонь, очаг, вот дом. Поэтому на самом деле много. Я счастлива, что я сегодня здесь с вами и встречаюсь с уникальными людьми и детьми Людмилы Казанчевой. Что для тебя означает богатство? Это что? Ну, вы знаете, богатство для меня – это теплота душевная. Это то, чем я могу поделиться с другими и чего жду в ответ. Ну, материально, ну, может быть, кто-то скажет, если вот увидит наше интервью, да это потому что у нее нет таких денег, да, и она не понимает, в чем прелесть, что деньги дают свободу. Ну, может быть, но для меня дороже все-таки, пусть это даже посторонний человек, пусть это мои сотрудники, пусть это мои друзья, но для меня ценное это не какой-то дорогой подарок, допустим, а открытка подписанная. Людмила Борисовна, мы вас поздравляем от души, от чистого сердца. Знаете, у меня на работе есть коробочка, которая называется антидепрессант. Когда мне исполнилось 45 лет, зашли ребята, мой коллектив, и принесли мне такую коробочку. Красная коробочка, и там очень много красных конвертиков. И они сказали, ну, если будет сложно, если будет какая-то ситуация, где вы потеряете веру в себя, там, потеряете веру в свои силы или что-то, почитайте. Значит, я открываю эту коробочку, первый попавшийся конверт, все они написаны от руки и не подписаны. И в каждом конверте девочки, ребята, с которыми я работаю, они написали какой-то случай, связанный в их жизни, связанный со мной. Вот, пишет девочка-ведущая. Я потом, прочитав, узнаю, кто это написал. И они специально не подписались, чтобы я сама это вспомнила. Да? Одна девочка пишет. Я шла на работу, я там каблуком зацепила что-то, упала, разбила себе коленки и пришла заплаканная на работу. И так далее, и так далее. И вот вы меня встретили, вы сразу почему-то нашли там какие-то средства, чтобы обработать мне рану. Тогда я была начальником службы информации. И я даже не ожидала, что вот такое участие вы ко мне проявите и так далее, и так далее. Такой был интересный случай, что я во сне увидела одного своего сотрудника. Я увидела во сне, что человек заболел и просит моей помощи. И я не знала, что делать. Я вызвала, я говорю, у вас все в порядке? Нет, Людмила Борисовна, мне предстоит операция. Мне вот сказали, что у меня такой диагноз. Я говорю, не переживайте. Я поговорю с министром здравоохранения, мы найдем квоту, мы что-то придумаем, мы что-то сделаем. Так и получилось, мы так и сделали. И этот случай. Вот таких каких-то случаев, да, было очень много. И в конце благодарности какие-то хорошие слова ребята написали. Вот это настолько было трогательно. Мне кажется, это самый лучший подарок, который я получила на день рождения. И эта его, наверное, коробочка еще- со мной всегда. И, наверное, еще больше вызывает слез. Да, Правда? да. И Конечно. когда мне пришлось поменять работу, меня назначили в правительство, я ушла туда, эта коробочка перекочевала со мной туда. Я вернулась на телевидение, она вернулась со мной. Я уйду на пенсию, коробочка будет со мной. Это самое ценное. То есть Вот это богатство, богатство – это отношения, это теплота, теплота прежде людей. всего. А что ты не приемлешь в человеческих отношениях? Что для тебя чуждо? От чего ты отказываешься? Можешь ли ты об этом сказать? Я не люблю неблагодарность, не люблю предательство, наверное. Я не смогу никогда простить. Вообще я прощаю, я человек прощающий. Я не люблю копить в сердце даже, может быть, человек, который сделал для меня само что-то, может быть, плохое. Ты очень много встречаешься с людьми, и мне кажется, ты уже обладаешь каким-то особым знанием
понять человека, предвидеть ход отношений. Есть множество проектов, которые реализованы тобой и профессионально тоже на ГТРК, да, про женщин проект, который продолжается, и ты видишь людей разных. Что тебя удивляет, изумляет, поражает, вот несмотря на то, что ты знаешь много людей? Что еще ты открываешь в людях? Ну, наша профессия, я очень люблю свою профессию, я считаю, что она лучшая на свете. Лучшая профессия – это телевидение, это ну, и в газете работала, начинала, что это СМИ, это встреча с людьми, открывать для себя. Вот мы к столетию Кабардино-Балкарии делали такой большой проект «100 лиц эпохи». Это 100 человек, выдающихся, которые сыграли большую роль в становлении государственности Кабардино-Балкарской республики. Люди, которые, они публичны, их знают все, да, и ты начинаешь делать о них программу серьезную, и начинаешь копаться в их судьбе, больше разговаривать с ними, и начинаешь открывать в них что-то новое. И ты думаешь, боже мой, я-то думала, это просто простой чиновник, да? Я думала, что это человек очень строгий, очень сухой. Оказывается, такое богатство внутри этого человека. Такое было со мной не раз. И ребята мои, которые работали над этим проектом, мы даже сделали фильм о фильме. Как мы раскрывали своих героев. Это настолько было интересно. И девочки рассказывают, и я рассказываю, как мои герои. Конечно, когда знакомишься ближе, когда ты берешь интервью у человека и хочешь, чтобы он обнажил перед тобой свою душу, чтобы он открылся, да, с другой стороны, это интересно. Вот такой случай был как раз Валентина Борисовна Шириева. Она человек очень известный в республике. Ее фотография, вот у нас шутят, говорят, в каждом доме в этой республике ее фотография, потому что она регистрирует браки. Она очень красивая женщина, она очень достойная. Она всегда настолько хорошо выглядит и такая строгая на первый взгляд, да. И когда я стала брать у нее интервью вот в этом проекте, и я женщина, она у меня была в проекте «100 лиц эпохи», и мои зрители, которые посмотрели, они сказали: Людмила Борисовна, а оказывается, она такая тонкая, она оказывается такая искренняя, такая проникновенная вся, мы даже не знали. И мне приятно, я надеюсь, что и Валентине Борисовне это приятно. После этого я ее привлекла в свой проект «Добрая среда». Мы на телецентре, мне в этом помогают все мои ребята, они, каждый сотрудник телевидения, у нас по штату 172 человека, каждый принимает участие в этом проекте. Это проект, мы работаем каждую среду с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Я видела немножко это пространство, в котором дети работают. Меня этот проект поразил, правда. Почему ты решил заняться этим? Это же не прямая твоя задача, обязанность. Почему? Моя давняя знакомая, подруга Балова Людмила Афоновна, вот ее дочка стала выкладывать, как она занимается со своим ребенком. Ребенок с синдромом Дауна, но настолько очаровательный, сладкий ребенок, и она так развивала ее. Я позвонила Людмиле Афоновне, я говорю: это второй проект, который с ней начинается вместе. Люда, я бы хотела пригласить вас на телевидение. Она говорит: ты знаешь, Люда, говорит, нет в республике никаких кружков, никаких там секций, ничего, где занимаются с такими детьми. Я говорю: а если я начну? Она говорит: ой, это было бы замечательно. И когда мы начинали, мы думали, что там в месяц раз мы будем с ними заниматься, там, может быть, в 2-3 месяца раз. Но настолько все мы углубились в этот проект, что он у нас теперь проходит, ну не теперь, с самого первого дня, он проходит каждую среду. А ему Уже сколько лет? 5-й год уже пошел. Поразительно. То есть это участие в жизни, в общем-то, знакомых тебе людей продиктовало твою потребность этим заняться. И этот круг детей расширился со скольки детей до? С 6, с 8 первые вот занятия приходили, сейчас 30 детей. Это те, кто живут в Нальчике. Ну и за пределами тоже. Люд, Пригород. а что ты предпочитаешь делать и очень быстро делать? Вот что? Я быстро готовлю. А если мы говорим о том, что ты
чувствуешь, что тебе нужно... Концентрировать свое внимание, нужно замедлиться, и надо что-то делать долго. Про что можно сказать, что ты делаешь это долго? Конечно же. Моя основная профессиональная деятельность, которая требует концентрации внимания и много сил, это, конечно, ответственность за тех людей, которые у меня работают, потому что они зарабатывают на хлеб своим детям, и поэтому я не вправе задерживать на час их зарплату. Я не вправе не обеспечить им нормальные условия для работы, комфорт в коллективе, полная творческая свобода. У них любой проект, который они начинают, я на ура воспринимаю, только помогаю. Каждый сотрудник может сказать, вот просто редактор титров может прийти и сказать: Людмила Борисовна, вот я так хочу такой проект, вот я так хочу снять такой фильм, такую передачу. Я ему не скажу: ты не режиссер, ты не редактор, ты просто титры набираешь. Я скажу: давай попробуем. Вот это требует, конечно же, и концентрации внимания. Это моя основная работа. А если бы ты не была в телевидении, где бы ты была? Что бы ты делала? Ты чувствуешь еще какое-то интересное направление, которое может открыться в твоей жизни? Ну, наверное, все-таки работа с детьми, или это школа, или это какие-то дополнительные знания, навыки для детей. Можешь ли назвать 3 людей, которые, по твоему мнению, оставили очень яркий след на тебя, как на человека, который принимал какие-то решения, к кому ты, возможно, мысленно возвращаешься, кто авторитет, кто протянул тебе руку помощи, возможно. Можешь назвать этих людей и какие-то события с этими людьми? В первую очередь, когда я пришла в газету, совсем молодой, я, во мне течет и балкарская кровь, и я знала кабардинский язык на уровне общения, таком не литературном, во всяком случае, уровне. И я писала статьи сначала на русском, я думала на русском языке и переводила их на родной кабардинский. Мне было очень сложно. И тогда обратил на меня внимание заместитель главного редактора Мурзаканов Суфян. Очень достойный человек, очень грамотный. Все говорили, что он очень строгий. Если он поймет, что ты не умеешь писать там на кабардинском, думать на кабардинском, это будет катастрофа. Но он сам пришел ко мне, сел, такой достойный, пожилой, красивый, седой человек, и сказал: Людочка, конфеты из кармана, это мы с тетей Женей со своей супругой берем на тобой шефство. Ты не переживай, у тебя все получится, но мы с тобой будем заниматься языком. Мы с тобой будем правильно строить предложения на кабардинском языке. И вот эта поддержка, она для меня значила много. Конечно, в Адыгабсахе, когда вот я начинала работать, очень мне помогали и Тимиш Хамиша, и Марина Шкамухова, и главные редактора, с которыми я работала. Но вот это осталось у меня в памяти. Это первый человек, наверное, который вне дома, вне семьи протянул мне руку и сказал: ты можешь, ты сможешь, и я тебе помогу в этом. Ну, потом, когда уже на телевидении, конечно же, это мой первый директор, с которым я работала, это Жанимов Руслан Мухамедович. Я ему очень благодарна, потому что он очень был ко мне строг, конечно. Он меня вызывал, я с блокнотиком приходила, он меня отчитывал, я там записывала все замечания, все. Но он научил меня, я не поняла, почему он так был строг ко мне. Он меня готовил к тому, что я займу место после него. У меня и в мыслях этого не было. Даже когда он уходил в парламент, я пришла к нему и говорю: может, в парламент меня возьмете? Новый директор придет, наверное, нового зама приведет с собой или что. Он говорит: а зачем в парламент? Ты здесь останешься. Это был для меня шок. Потому что никаких разговоров до этого о том, что он меня к чему-то готовит, вообще не было. Ты человек смелый или повинующийся? Я человек, который не боится принимать решения, брать на себя ответственность. Если это смелость, то это так. Но если я знаю, что я должна принимать какое-то решение, очень часто я советуюсь.
Я советуюсь с теми, кому верю, в кого верю, кого уважаю. Поэтому, наверное, и то, и другое. Кто третий человек, о ком бы ты Не хотела? третий отдел, это моя мама, конечно же. Это моя мама, я всегда старалась быть на нее похожей. В любой жизненной ситуации я всегда думала, как бы мама поступила, что бы мама сказала, что бы мама сделала. Она была такой же, она никогда на меня не нажимала. Она всегда, она личным примером, наверное. Она никогда не говорила, смотри, что я делаю, и повторяй за мной. Нет, она просто всегда трудилась. Я не помню ее праздно сидящей на скамейке, разговаривающей там с соседками. Я не помню, чтобы она просто сидела у телевизора в кресле, скрестив руки и отдыхала. Она все время что-то делала. А отдыхать это порог? Нет, конечно. Человек должен отдыхать. Как ты отдыхаешь? Я очень люблю музыку. Люблю классическую музыку. По выходным у меня бывают дни. День Хибла-Герзмава. Вот у меня сегодня день Хибла-Герзмава. Я ее очень люблю. И у меня весь день звучит Хибла-Герзмава. Какое счастье слышать это имя в Нальчике. У меня может быть день Муслима Магомаева. Я весь день слушаю его. День Андреа Бочелли. У меня может быть, я очень люблю живопись. Мне сын подарил огромный альбом Клод Мане. Я могу сидеть и часами пересматривать, перечитывать это. У меня может быть день Фазиля Искандера. Я могу перечитывать. По выходным вот я себе позволяю делать такое. А когда у меня день внуков, это, конечно, самый счастливый день. Когда я им готовлю, когда они любимые блюда, когда я им вяжу носочки. Наверное, у них по 20 уже носочков на один сезон. Но вот это все, конечно, доставляет удовольствие. Почему друзья называют тебя птицей Феникс? Это связано, наверное, с проблемами и со здоровьем, и не только. Каждый раз после того, как возникает какая-то проблема, я ее героически решаю, преодолеваю. Это, кстати, так меня назвала Лариса Варюмкулова, известная в республике журналистка, очень хороший человек и профессионал своего дела. Она подарила мне серебряную брошку, когда я выписалась из больницы, вышла на работу, подарила мне серебряную брошку и сказала: Людочка, ты птица Феникс, не забывай об этом. И как-то с этого, наверное, пошло. Но не только это, был еще очень сложный период в моей жизни, это работа в правительстве, где передо мной стояла задача реформирования СМИ и строительство здания, реконструкция здания, оснащение современным оборудованием республиканского канала. Первый КБР, национальное телевидение, оно было размещено, как бы скажем, в подвальном помещении Дома печати и в полуразрушенном таком здании на Балкарова 6. И сильную помощь, конечно, мне оказал председатель правительства, глава республики, который тогда руководил республикой, председатель правительства, который и сейчас работает, и два моих заместителя. Сейчас национальное телевидение может вещать 24 часа в сутки. Это вот благодаря тем людям, которые со мной тогда работали. Это было сложно, очень, но я выдержала, наверное, поэтому птица Феникс. И эта сложность, она, наверное, связана еще и с тем, что есть некие задачи, которые нам либо по силам достигать и решать, да, либо нам не по силам, и мы в каком-то состоянии можем быть не радости, не счастья, может быть, отчаяния, грусти, задумчивости, и не знаешь, к чему обращаться. Но если мне поручили, я не имею права этого не сделать. И если в меня поверили и сказали: ты это сможешь и ты это должна сделать, я должна это сделать любой ценой. Это такой уровень дисциплинированности. Да, наверное. Если бы по 10-бальной шкале оценить вот этот уровень дисциплинированности по жизни вообще, ты бы его как оценила? Свою дисциплинированность. 10, конечно. Я никогда никуда не опаздываю в жизни. Я ни на одну минуту никогда никуда не опоздала. Ты перфекционист? Да. А если мы подумаем о том, что мир мы воспринимаем совсем по-разному, да, кто-то глазами
Ведь визуальная картинка для нас важна, да. Кто-то ушами, надо слышать и прослушивать. А кто-то тактильно, да, нужно потрогать. К какому типу ты себя больше отнесешь? Как ты Сердцем. воспринимаешь мир? Сердцем. А когда мы говорим о том, что ты чувствуешь сердцем, ты слышишь, думаешь сердцем. Да. Ты мониторишь за собой, ты успеваешь отследить, когда ты в радости, в счастье, в спокойствии, в гневе, в страхе. Тебе знакомо чувство ненависти, раздражения? Раздражение, да. Ненависти, ну, наверное, больше нет, чем да, потому что даже когда я очень сильно расстроена, и я очень сильно зла, это длится не более 5 минут. Когда ты успеваешь, и как ты успеваешь отследить этот момент, что вот-вот раздражение закончится, и оно может перейти там, в гнев, в ярость, в ненависть, во что-то еще. Это я фактически о себе рассказываю, да? И что ты делаешь? Или ты не успеваешь отследить, и уже... Не успеваю. Не успеваю. Проходит минут 5, я успокаиваюсь, начинаю заниматься делами и забываю. Я вообще негатив очень быстро забываю. Тоже по себе знаю, помню каждый раз какие-то планы, пятилетки, семидневки, дорожные карты, Да. события описываем, планируем. Ты продолжаешь тоже жить в этом темпе? У тебя какая-то линия горизонта на 3, 5, 10 лет, 15 лет? Ставишь себе задачи и Ну, ресурсы на 3-10 уже подтягиваешь нет. достичь? На 3. Ну, у меня, в принципе, все всегда запланировано. Но сейчас, наверное, может быть, в силу возраста уже я стала больше отпускать это, да, и ставить задачи более конкретные и более, может быть, по времени не столь обширные, да, не столь длительные. Да, на этой неделе, да, в этом месяце, да. Ну, в крайнем случае, этот год, да, а дальше уже нет. А если бы мы с тобой встретились через 5 лет, помечтай, пожелай, что бы ты хотела услышать, увидеть, о чем поговорить нам с тобой. Через 5 лет. Во-первых, я буду очень рада встретить Мактину в добром здравии, такой же красивую, успешную, как сегодня. Ну, во-вторых, наверное, мы будем говорить о том, чем занимаемся на данный момент, что интересно на этом этапе жизни, о наших детях, внуках. И, наверное, все-таки о наших корнях опять возвращаемся к Кабардино-Балкарии, об Абхазии, об успехах наших соотечественников, о том, как сегодня развивается наш народ. Благодарю тебя от всей души, Людмила. Мы сегодня говорили с Людмилой Казанчевой, мудрой женщиной, человеком, который пожелал, чтобы мы, наверное, больше слышали себя, наблюдали за тем, что происходит в нашей жизни, что приходит в нашу жизнь. И в этом, возможно, и есть и главная мудрость адыгской женщины. Да? Но только мудрая женщина могла сделать такое резюме из всего, может быть, не связанного, что я сегодня сказала. Спасибо, Максим. Сказала и пронесла в этой беседе. Спасибо большое за приглашение в этот замечательный проект, где столько замечательных женщин уже было представлено. И желаю вам долголетия вот в этом проекте, да, вашему проекту тоже долголетия. И чтобы самая скучная героиня была такая, как я. О, прекрасное пожелание. А может быть, есть нечто, о чем я не спросила, не сказала, и тебе хочется сказать или спросить, или напутствие какое-то дать? Давай подумаем, есть ли что-то такое. Ну, у меня тоже есть проект «Я женщина». Я желаю каждой женщине любить себя. Это то, что мы не умеем делать. Это то, что оставляем на потом. Мы любим всех, мы любим детей, мы любим подруг, мы любим родственников, родных, знакомых. И мало женщин, которые любят только себя, да? Поэтому любить себя, я этому учусь. Я сама не до конца этому научилась, конечно. И расставаться всегда женщине. Правильно ли я понимаю? Я стала слышать смысл этих слов, да, про любить себя. И мне кажется, что когда мы говорим любить себя, это как раз про то, что ты не можешь перейти определенную черту. Ты не можешь позволить себе
вылить негатив, обидев другого человека. Ты его сдержишь, а потом простишь и пойдешь дальше, и у тебя сердце будет улыбаться от того, что ты справилась. Вот любить себя как человека – это об этом. Да. Лучшее пожелание. Благодарю.